2 раза в году я пересматриваю полностью свою жизнь, делаю переоценку ценностей, ставлю цели, анализирую, что происходило, что происходит. Это 2 дня, это Новый год и мой день рождения. Оно примерно так и совпадает, скажем, раз в полгода. И как раз сейчас подходит время к Новому году, и анализируя то, что происходило, я решил заодно записать для тебя такой новогодний подарок. Причем это видео будет актуально в любое время, когда бы ты его не смотрел. Значит, я назвал тему так как я ставлю цели в каждой области жизни и определяю топ-7 областей жизни. И думаю, что тебе будет реально интересно и полезно посмотреть мое видение, исходя, опять же, из моего опыта и наблюдений, как может измениться твоя жизнь за ближайший год, вот прям в топ-7 областей жизни. Если ты сейчас уберешь от себя вредные привычки и вот войдешь, скажем, в Новый год, причем я считаю, не обязательно привязываться к определенной дате, важно, вот ты решил и можешь в любой день недели, в любой день месяца поменять свою жизнь. Главное, чтобы ты был или была к этому готов, или готова. Так, и значит, затрону каждую из основных областей жизни и расскажу, чего ты добьешься и что следует ожидать. Потому что везде есть подводные камни, на которые обязательно обращать внимание. Плюс очень важно иметь видение, куда ты идешь, к чему ты стремишься. Имея видение, знаешь, я приведу тебе такую аналогию. Представь, что ты вот в руках несешь ведра с водой. И ты видишь дорогу, прекрасно, ты все видишь. Ты видишь, там где-то ямка есть, которую нужно обойти. И спокойно проносишь это ведро там полное, да, не потеряв воду. Это если у тебя есть видение и понимание, куда ты стремишься и к чему ты идешь. Ну и другой вариант, когда ты не понимаешь, куда ты идешь. Представь, ты опять же взял те ведра с водой, но только у тебя завязанные глаза, значит, обувь там не зашнурована, и ты вообще не видишь ямы, и тем более ты не понимаешь, в каком направлении двигаться. И представь вот такого человека, который метается с этими ведрами с водой, и уже там и воды нету, а он пытается куда-то идти, и тут бах, посмотрел в Инстаграме какие-то истории, ему показалось, что вот это его жизнь. Посмотрел в другую сторону, там ему показалось, сосед классно живет, пытается его скопировать жизнь. И в итоге человек находится в жутком состоянии, не понимая, что к чему он идет. Поэтому, чтобы такого не происходило, сейчас я вот буду видение рисовать, а ты там себе подбирай уже свои картинки, потому что ты отдельная личность, у тебя отдельная дорога, и я стараюсь вещать так, чтобы не навязывать свое мнение, а чтобы ты мог, исходя из моего опыта, из моих наблюдений, делать свои выводы. Потому что, опять же, я считаю, что убрать вредные привычки не существует 100% какого-то метода, который работает на 100%, да, или там пути, где будет для всех подходить. Такого, конечно, не существует. Да, собственно, и вот сообщество трезожники, метод трезожника — это тот метод, который я создал, исходя из своего опыта, и он основан на том, чтобы, проходя его, ты в итоге пришел к своему пути, чтобы там не удариться в религию, чтобы не пойти какой-то не той дорогой и оказаться не в своей жизни, понимаешь? То есть не потерять себя, наоборот, найти себя и найти свой путь. Тогда это будет действительно, я считаю, долгосрочно. Действительно будет это все долгосрочно. Поэтому за основу мы берем твое «я». Собственно, я общаюсь с твоим «я». То есть мы сейчас убираем все маски. Не нужно нам прятаться ни от кого. Мы принимаем себя такими, как мы есть. Вот мы делаем вдох, выдох.
И вот я тоже сейчас снимаю маски. То есть я не играю никого, я вот есть такой, какой я есть. И я сейчас вот расслабляюсь и буду общаться с тобой вот от чистого сердца, да, и моя вот мотивация, чтобы тебе было понятно, это сделать подарок тебе. Потому что я вот в таких видео, в таких подкастах представляю себя в начале пути и представляю, какие слова я хотел бы услышать, какую поддержку я хотел бы получить для того, чтобы у меня было больше шансов и легче выбраться из той ямы, в которой я находился. Поэтому общаемся так: ты — это я — это ты. Вот мы соединяемся вот в такую одну энергию, и я тебе рекомендую взять листик, ручку, в общем, дневник свой, да, заведи дневник. Если дневника нету, просто бери обычную бумагу, карандаш, ручку и просто что-то пиши. Не нужно ничего там записывать, потому что нужно. Просто мысли в голову приходят, просто их записывай. Если есть желание что-то рисовать, рисуй. Если есть желание ничего не делать, то есть расслабься полностью. Мы сейчас общаемся с твоим «я», ты общаешься сам с собой, слушаешь себя, вот это вот самое важное. Вот это самый большой подарок, который можно получить, это время для самого себя, понимаешь? Если так посмотреть, все вокруг от тебя чего-то хотят внимания, и ты пытаешься везде успеть, все сделать, но ты не даешь внимания самому важному человеку, самому важному, который действительно нуждается в этом внимании. Это ты. Себе. И вот начало этого всего исходит от тебя. Задача, чтобы ты услышал себя. Вот сначала будут картинки какие-то хаотичные, а потом ты войдешь в режим, когда ты начнешь уже более подробнее понимать, осознавать, чего ты хочешь, к чему ты хочешь прийти. Я считаю, что твоя цель и задача — это прийти к жизни своей мечты. Жизнь мечты — это не про успешный успех, а про то, что действительно нужно тебе. Это энергия, которую ты чувствуешь, и где ты видишь, есть энергия. Самый яркий такой пример тебе приведу, это когда ты, представь, лежишь на диване, и там нету сил, а в какой-то момент и ничего не хочется делать. И таких ситуаций много бывает, и это нормально, и это хорошо даже. Это тебе жизнь дает, скажем, отдохнуть, не тратить свою жизнь на то, что не нужно. И в какой-то момент тебя посещает мысль сделать что-то. Вот именно что-то глубинное, что тебе нравится. Ты думаешь: вау, класс, мне кажется, там есть энергия. Вот туда и нужно идти. Вот этим и нужно заниматься, понимаешь? Вот это и есть жизнь мечты. Также может быть жизнь твоей мечты. Жизнь мечты — это картинка из твоего детства, о чем ты мечтала, либо мечтал, и чего еще нет. То есть тоже это может быть. Также может быть то, что у тебя всегда с тобой, и ты этого боишься. Боишься по разным причинам. По причине того, что тебе там в детстве это запрещали. Общество навязало, что это невозможно и тому подобное. Вот это мы все убираем. То, что навязано и тебе не нужно, мы оставляем только то, что тебе действительно нужно, и то, что тебе мотивирует. Ты сильный. Или сильная. Ты все можешь. Это точно. Это точно я знаю, потому что когда ты следуешь
вот этому своему внутреннему навигатору, ты не потеряешься. Даже оказавшись где-то в лесу без, скажем, телефона. Потому что ты будешь себя там ощущать лучше, чем где-либо в другом месте, скажем, более безопасным. Но если внутренне ты чувствуешь, что тебе нужно, скажем, поехать в лес, понаходиться там, поедь обязательно в лес. Логику, я думаю, ты улавливаешь, да? Идея заключается в том, чтобы слышать себя, слушать и следовать этому. Вредные привычки — это же не просто так. Вредные привычки — это про заполнение пустоты, пустота, которая образовалась. А жизнь, она не любит пустоты. И если ты не выбираешь, чем эта пустота будет заполнена, то, собственно, эта пустота заполнится, но только ты не будешь этим управлять. Поэтому берем за основу мы себя, и то, что будет сейчас фоново происходить у тебя, обращай на это внимание, пиши на бумаге, не нужно никому это показывать, это лично твое. Вообще будет даже хорошо, если ты переведешь телефон в режим полета, чтобы тебя никто и ничто не отвлекало. Найдешь какое-то место, такое спокойное для тебя, и посвятишь время себе. Вот это время, которое ты сейчас проведешь, ты будешь вспоминать весь будущий год, а может быть и всю будущую жизнь. И очень важно, чтобы таких моментов в твоей жизни было как можно больше. Поэтому потихонечку расслабились, просто получаем удовольствие от того, что будет сейчас происходить. Ну и давай потихонечку будем ехать. Поехали. Первая область — это здоровье. Здоровье я разбил бы на две категории. Первое — это физическое здоровье, а второе — психологическое. Физика и психология. Предположим, что ты сейчас убираешь вредные привычки. Если ты уже убрал вредные привычки от себя, я тебя с этим поздравляю, это точно тебе не помешает. Ты, наоборот, утвердишься в этом. Если убираешь вредные привычки, то я тебя тоже поздравляю, потому что тебя ждет просто увлекательнейшее время, где ты почувствуешь жизнь просто всеми фибрами своей души, скажем так. Физическое здоровье. Когда ты убираешь от себя алкоголь, сигареты, наркотики, айкосы, вейпы, в общем, все то, что тебе мешает, в первую очередь ты начинаешь чувствовать свое тело. И это хорошо. Ты не бойся этого, это хорошо, потому что тело тебе сигнализирует о своих проблемах. Часто можно услышать о том, что я пил, курил большое количество лет и вообще был здоров, к врачам не ходил. А тут только бросил сразу же зубы заболели, голова начала болеть, в общем, плохо себя чувствую. В общем, ты должен понять, что все это наркотики. И они забивают твои чувства, твои ощущения. Особенно это становится понятно в первые 2-3 недели, когда ты убрал, допустим, сигареты, алкоголь, и ты начинаешь по-другому воспринимать мир. То есть, особенно после сигарет, ты чувствуешь по-другому еду, вкус еды, запахи и тому подобное. И это яркий пример того, как на самом деле, когда тебе кажется, что
сигареты там ничего такого не несут плохого, или айкос, или еще, то вот тебе яркое этому подтверждение. То же самое и с алкоголем. Тебе кажется, вроде бы ничего такого не происходит, могу там время от времени отдохнуть, но на самом деле один раз погулять тебя выбивает от продуктивной работы, от ясных мыслей, на несколько дней как минимум. Поэтому здоровье обязательно себя проявит и покажет, но есть в этом, конечно же, позитив огромнейший, потому что ты почувствуешь свое тело, и ты пойдешь заниматься. Отличительной чертой является новый образ жизни, новый образ мышления в том, что ты теперь проблемы не накапливаешь, а проблемы решаешь. Как, собственно, с здоровьем. Если у тебя болят зубы, надо идти к стоматологу, и здесь нету ничего сложного. Ты просто приходишь в первый прием, как правило, бесплатно, это бесплатная консультация, и тебе рассказывают, собственно, что сколько стоит, чтобы полечить твою полость рта, или, может, импланты поставить, то уже в процессе будет там понятно. Для начала самая программа минимум — это убрать проблемные места. Убрать все проблемные места со своей жизни, собственно, из полости рта, чтобы у тебя не болели зубы, потому что когда болят зубы, ты о другом ничем не можешь думать. И, как правило, люди возвращаются обратно к вредной привычке, потому что им кажется, что когда они находятся там, с вредными привычками, то у них ничего не болит. На самом деле они просто, принимают антибиотик, который забивает проблему, но не решает источник проблемы, а просто борется с симптомами. Но ты пойдешь заниматься, допустим, зубами, и у тебя есть большие шансы вылечить эти зубы. И это непередаваемое ощущение, когда ты начинаешь вкладывать деньги в себя, и не так, как было раньше, когда ты употреблял или употребляла, и каждая копейка, потраченная на себя через алкоголь, наркотики, она убивает тебя, а тут это улучшает тебя. Ты становишься лучше, здоровее. И к концу года у тебя уже будет красивая улыбка. Может показаться, что это очень дорого, но это до тех пор, пока ты не понимаешь, сколько это в деньгах, сколько стоят зубы в деньгах. Потому что когда ты уже после бесплатной консультации получила чек, стоимость работы, то уже становится понятно в целом за 52 недели можно, за год, можно вылечить абсолютно все зубы, и в целом это подъемная цифра. Это на примере с зубами. То же самое относительно любой части тела, любого органа. Вообще я рекомендую пройти полный чекап. Это тоже недорого. И это не про... есть страх того, что я сейчас о чем-то узнаю, и мне не буду с этим жить. Лучше я не буду ни о чем знать. И, это плохо так думать на самом деле. Потому что в действительности сдать, пойти анализы, сделать чекап организма, обследование всего организма — это недорого. Раз. Во-вторых, когда у тебя есть ясность, когда у тебя есть понимание, вот тут есть какая-то проблемка, здесь буквально подлечить несколько месяцев, здесь может мини-операцию, а здесь может коррекцию зрения сделать, а может еще что-то сделать нужно. Я тебе говорю как человек, который действительно это все делает. То есть я в первый год занялся зубами, относительно недавно, уже 2-3 месяца, как сделал лазерную коррекцию на левом глазу, и это, во-первых, это мотивирует, когда ты вкладываешься в себя. Да, я не сказал, я более как 5 лет уже не убрал от себя вредные привычки, то есть давненько. Уже и жизнь кардинально изменилась. Дальше уже чуть подробнее по этой теме расскажу. Так вот, вся копейка, которую ты вкладываешь в себя,
она компенсируется тебе я даже не скажу 100-кратно, это просто невообразимо, во сколько раз тебе это увеличивается. И к концу года ты уже будешь с ясным пониманием того, что у тебя все хорошо в организме. А ощущение того, что ты контролируешь свой организм, это много стоит. Это уверенность в себе. Даже если есть какие-то заболевания, то ты на них не забиваешь. Тебе может показаться, что вот я об этом просто не буду думать, но подсознательно это тебя разъедает изнутри. Это страхи, а когда возникает это все, то создаются условия идеальные для того, чтобы получить быстрое удовольствие, которое тебе вот сейчас в секунду принесет маленькое-маленькое удовольствие. Это просто ты на самом деле называешь это удовольствием. Это на самом деле и не удовольствие, это интоксикация всего организма. Но тебе в моменте просто показалось, за счет того, что ты живешь в иллюзии, тебе показалось, что ты якобы что-то приобрел либо приобрела. Но по факту в этот момент ты, в эквиваленте, если денег считать, я думаю, это миллиард ты потерял. В тот же момент было потеряно миллиард. Понимаешь? Ты за счет того, что у тебя это на уровне привычки постоянно терять, ты каждую секунду, каждую минуту теряешь. Вот сейчас ты занимаешься собой. В данный момент ты приобретаешь. Но когда ты до этого времени его употребляя, ты каждую миллисекунду ты понимаешь, как работает это все. Каждую миллисекунду ты теряешь. Теряешь то, что не можешь вернуть. Вот. А когда ты начинаешь заниматься собой, ты приобретаешь каждую миллисекунду. То есть ты начинаешь все вокруг, все, что тебя окружает. Это начинает работать на тебя, на твои цели, на твое видение, на все то, что ты хочешь, это начинает потихоньку притягиваться в твою жизнь. И вот это как кажется, удовольствие, оно лишает тебя глобального удовлетворения, того, которое тебя, собственно, заставляет чувствовать в реальности жизнь, благодаря которому ты хочешь и помогать другим людям, и создавать нечто крутое, что-то, к чему у тебя есть какие-то предпосылки. Так вот, вначале тебе покажется, что здоровье ухудшается, но на самом деле тело покажет, где находятся проблемы. И идти нужно к врачам, пойти, собственно, к лечащему врачу, чтобы тебе выписали все направления на прохождение чекапа, либо пойти в любую какую-то частную клинику, сделать чекапы и пойти заниматься потихоньку. Здесь не нужно никаких сверхрывков. Вот это не нужно. Есть такое заблуждение, и это такая массовая ошибка, когда человек в моменте, когда все, я с понедельника сразу становлюсь супер человеком, и начинает этот человек сразу, он убрал от себя, допустим, алкоголь, сигареты и тому подобное, и в то же время перешел сразу на правильное питание, начал бегать марафоны, в общем, тренажеры какие-то, то есть просто создал невыносимую жизнь. Он создал невыносимую жизнь для себя, и как ты думаешь, в какой момент он вернется обратно? Да на следующий день, или 2-3 дня, и обратно человек возвращается, потому что он не создает вот эту новую жизнь лучше, чем предыдущая. Он себя специально убивает для того, чтобы начинает отыгрываться на себе. Знаешь, как это происходит, да? Вот раз я столько лет был такой с тряпкой, слабохарактерным человеком, значит, сейчас я буду издеваться над собой до последнего. Вот это ошибка, это неправильно. Ты себя любишь. Ты себя должен любить. Вот даже сейчас ты это слушаешь, и ты почувствуй эту любовь к себе. Почувствуй ноги, руки, голову, глаза, нос. Вот это ты, понимаешь? Вот это твое сокровище все. Вот ты себя любишь.
И ты дальше приобретать будешь. С каждым днем, с каждой неделей, с каждой минутой ты дальше будешь приобретать. Но не нужно над собой издеваться, делать себе раз так, то я тебе сделаю так. Вот это неправильно. Не нужно сразу становиться сверхчеловеком. Точно то, что нужно сразу сделать, это убрать вредные привычки, типа как алкоголь, сигареты. Вот это работает формула только в этом случае. Алкоголь, сигареты, наркотики, заем денег, айкосы, в общем, любые заменители, вот это все надо убирать. Потому что все эти наркотики, они друг друга триггерят. Они притягивают одно другое. Ты бросишь пить, но продолжишь курить, курение притянет алкоголь. И наоборот, в общем, тут логика ясна. Но, во-первых, ты в первый же день, твоя жизнь начнет улучшаться. И тебе может в моменте показаться, что на самом деле улучшений никаких нету, но ты смотри с другой стороны, на самом деле ты увидел источник проблемы, и теперь ты будешь решать этот источник проблемы, и тебе станет лучше, понимаешь? И спустя год, вот я вспоминаю, что происходило у меня, и опять же я смотрю по сообществу моему в трезожниках, это люди, как у людей меняется. И знаешь, что самое интересное? Я тебе сейчас не говорю про то, как кто-то выиграл в лотерею, ему просто повезло. Не, про такие вообще не рассказываю вещи, где случайно что-то как-то случилось. Нет, я про закономерность. Я вижу здесь четкую, ясную закономерность. И она заключается в том, что к концу первого года у тебя будет по здоровью абсолютно другая жизнь, абсолютно другая ситуация. У тебя, представляй ситуацию себе. Ты с красивой, ясной улыбкой, белоснежной. Значит, у тебя прекрасное самоощущение. Ты себя чувствуешь. Ты понимаешь, что если есть какие-то проблемы, то ты их контролируешь. Если нету, то ты знаешь, что их нету, и на тебя ничего сверху не давит. Ты точно понимаешь, что ты завтра можешь проснуться, и у тебя не будет болеть голова. Ты знаешь, что ты в любой момент можешь пойти абсолютно в любое место, потому что у тебя нету перегара, ты не будешь стесняться от того или какое-то свое поведение. У тебя вообще пропадет это чувство, когда ты на утро просыпаешься, и тебе перемешанное ощущение со стыдом, с какой-то ты знаешь это чувство. У тебя этого нет больше. Твой каждый день становится лучше. Да, есть дни просадки. Конечно, есть. Это везде так. Но по такому принципу, собственно, по моему пути происходит так. У тебя, конечно же, все идет волнами, но только следующая волна, волна поднимается, волна опускается, то есть подъемы, есть, скажем так, спуски, падения. Но только по такому принципу у тебя то, что до этого было потолком, в какой-то момент это становится твоим дном. То есть ты идешь вверх постоянно. Таким образом, то, о чем ты раньше мечтал или мечтала, это тебе покажется абсолютной нормой. И нужно что-то, хочется еще выше и выше. Вот по такому принципу. Что касается следующей категории, это психического здоровья. Но это, я тебе хочу сказать, это, собственно, основа всего. Ты, во-первых, начнешь чувствовать себя. У тебя будет больше уверенности. Не то, что больше, это несоизмеримо, сколько у тебя будет уверенности в себе и в своих силах. Ощущение того, что ты контролируешь себя и контролируешь свою жизнь, это реально многого стоит. Это действительно многого стоит. Есть заблуждение, что, на 21-й день тебя полностью отпускает. Нет, так это не происходит.
тут ситуация заключается в том, что ты, будучи зависимым, ты очень сильно веришь в то, что это хорошо. Что алкоголь это классно там, и, в общем, как будто бы у тебя кто-то забирает конфету. Понимаешь, о чем я говорю? На самом деле не так. Спустя год ты поймешь абсолютно точно, иначе ты просто не дойдешь до конца года. Ты либо поймешь, либо не поймешь. Но если ты будешь идти по тому принципу, который, собственно, я вещаю, ты обязательно к этому придешь, потому что это, как 2 × 2 = 4. Я часто говорю, ничего не придумывай никакой велосипед, просто следуй, делай 1, 2, 3, 4, 5, у тебя абсолютно точно будут такие же результаты, как у меня и как и у сотен людей, которые уже точно так же сделали. Ты в конце года будешь жить с ощущением того, что это не то, что не полезно употребление и обладание всеми этими вредными привычками, а это просто какое-то недоразумение, что ты вообще в эту всю историю попал или попала, и по факту ты реально понимаешь, что это в целом был другой человек. А по факту это так и было, и то есть человек с другим образом мышления. Ведь когда ты убираешь от себя вредные привычки, это ж ты меняешь образ мысли, образ жизни. Тоже большая ошибка. Тоже большая ошибка у людей, которые пытаются что-то поменять, ничего не меняя. То есть человек пытается, знаешь, как убрать то, что ему мешает, но это не убирая. Вот как-то так вот. То есть он пытается... в общем, ничего не получается. Менять нужно образ мысли, образ жизни, и тогда все, конечно, изменится. Потому что вредные привычки — это образ жизни. Это образ жизни с окружением, со всеми вытекающими отсюда, абсолютно все. То есть все, что тебя окружает, если ты сейчас находишься в зависимости, то все, что вокруг тебя есть, это, собственно, ты есть этот образ жизни, который в будущем ты, в будущем году, сейчас в будущем времени будешь менять. Но я тебя поздравляю, это очень легко меняется. Если ты конкретно сейчас уже принял либо приняла решение, то вот с этих пор, с этой же секунды, с этой миллисекунды, ты даже не представляешь, насколько быстро это происходит. С этой миллисекунды твоя жизнь уже начинаешь... Ты начинаешь жить по-другому. Ты начинаешь приобретать. Если до этого... жизнь делится на до и после. До. Потери, разруха, стыд и тому подобное. После твоя жизнь, в которой ты живешь. Где ты наслаждаешься жизнью, где ты понимаешь, что жизнь создана для тебя, ты можешь делать все, что ты хочешь. И работать над собой. И тебе кажется, что вредные привычки — это вся жизнь. Но по факту к концу года ты будешь жить с четким пониманием, что это, и соизмеримо со всей планетой, как крупинка риса, как зернышко риса, понимаешь? Это вообще ничего, это очень мало. Но когда ты живешь в этой зависимости, это как вселенная, которая, просто невероятных масштабах. А на самом деле тебе просто нужно сделать шаг, а это все иллюзия, понимаешь? Поэтому относительно здоровья, твое здоровье к концу года улучшится по всем фронтам. Следующая область — это карьера. Значит, тоже бьем на несколько категорий. Первая — это профессиональное развитие и достижение карьерных целей. Вторая категория — это удовлетворение от работы и баланс между профессиональной и личной жизнью. Что касается первого пункта — профессиональное развитие и достижение карьерных целей, у тебя карьера пойдет вверх абсолютно точно. Ты потом поймешь, какая разница вообще человека, который находится в употреблении, который зависимый и который независимый. Этих двух людей просто не сравнить. Это, знаешь, как когда ты смотришь на человека и думаешь, как он все успевает, как у него все получается.
он и там, и сям, столько энергии от него прет. И он, в общем, прям машина продуктивности. Вот это тебя ждет. Конечно, это не абсолютно точно происходит. Но если это не будет у тебя происходить, собственно, значит, ты не делал выбор или не сделала выбор, и откат будет мгновенный. Потому что, как я уже говорил в начале, жизнь не терпит пустоты. Если ты не займешь себя, то, собственно, предыдущий образ жизни, он тебя поглотит, потому что там все понятно и ясно. Но если ты выбираешь путь достижений, тут даже не про то, что нужно что-то делать, лишь бы делать. Не-не-не-не-не. Это про то, что ты спрашиваешь себя, чего я хочу. Давай на примере разберем. Ты работаешь на работе, допустим, и тебе не нравится там. Окей. У тебя абсолютно точно даже в таком случае изменится подход к работе. Ты будешь понимать так, если я здесь нахожусь, значит, у меня есть определенное время, за которое я должен заработать больше, либо найти более выгодную работу, более с лучшими там условиями. И ты будешь и тут лучше работать, и будет хватать времени на поиски чего-то нового. А если у тебя все устраивает, в таком случае представь, что если до этого ты пару дней в неделю был продуктивным, то теперь в данном случае ты будешь все там 5-7 дней, сколько будет у тебя рабочих в неделе, ты будешь все эти дни продуктивный. Будет ли выгорание? Будет абсолютно точно, если ты не будешь следить за своим ментальным здоровьем. Но это дальше мы обсудим, дальше есть по областям. В жизни мы пойдем. Будет такое, но опять же с этим нужно работать. Предупрежден, вооружен. Я решил от себя убрать вредные привычки, в том числе из-за того, что я не мог быть стабильно продуктивным. 2 дня в неделю, в лучшем случае, мне удавалось быть на таком уровне, на котором я хочу. То есть, когда тебя прет и энергия, и ты выполняешь там все рутинные работы. Когда энергия там, в данном случае, как сегодня, то это вообще несравнимо с тем, как было тогда. Сейчас я думаю, что я даже в сегодняшней ситуации где-нибудь на минималках по продуктивности, знаешь, когда там энергии нету особо, просто выполняешь рутину, потому что постоянство усилий важно, чтобы идти в рутине, да, и не сбиваться со своего пути, просто хотя бы чуть-чуть делать. То есть я хочу сказать, что даже в таком случае я более продуктивным, чем тогда, когда я был там 1-2 дня продуктивный в неделю. Понимаешь, насколько это просто невообразимо. Потому что ты, когда ты зависимый, ты зашоренный, ты постоянно в каких-то иллюзиях витаешь. И может со стороны казаться, что человек вроде бы и так классно, все продуктивно, все прекрасно у него, но я тебе точно скажу, что вот этот даже мегапродуктивный человек с зависимостями, он будет в 10 раз продуктивнее без зависимостей этих. Потому что ты никуда не сливаешь энергию, понимаешь? Ты никуда не сливаешь энергию. Твоя энергия идет в нужное русло, в нужное направление. Тебе нужно справиться с проектом. Раньше ты бы растянул бы это на 5-6 часов, может, на несколько дней. А тут тебе не нужно ничего растягивать. Ты понимаешь, тебе нужно реализовать этот проект, а у тебя еще и мотивация появляется, есть какие-то внутренние желания, чего-нибудь достигнуть. И дай просто сделать классную работу свою. Ты ее сделаешь за несколько часов, за час-полтора. Понимаешь? На тебя посмотрят со стороны, так тебе можно давать классные проекты, вот тебе. А так ты еще на протяжении 10 дней, месяца, может, полгода стабильный? Ничего себе, ты найти человека стабильного в наше время? Такие люди и зарабатывают много, и у таких людей перспективы, собственно, потому что на таких людях и держится все. Когда ты стабильно продуктивный, у тебя появляются и возможности, и шансы.
Для меня везение — это когда ты много-много-много-много раз что-то делаешь, и у тебя один раз из 1000 получилось. Вот это вот везение для меня. Вот тебе начинает вести. То есть ты делаешь одно и то же, бах, выстрел, ты заработал много денег, либо подвернулся случай, либо еще что-то. И обнуление как происходит, когда ты с вредными привычками? Знаешь, как говорят, вот у него все хорошо. И талантливый, и распрекрасный, и все, возьмется за работу, все хорошо. Но пьет. Выпьет и все, и обнуление. Сколько я таких знаю, а сколько я таких видел, да я и сам таким был. Я это знаю прекрасно. Когда человек находится в употреблении, он не принадлежит себе. Он принадлежит тому, что он употребляет. Далее, удовлетворение от работы и баланс между профессиональной и личной жизнью. Как я уже сказал, ты начнешь получать удовольствие от работы. А иначе, ты такой посмотришь на это все и думаешь, так мне эта работа не нужна. Мне эта работа больше не нужна, зачем, если она не приносит удовольствия? Это закономерность. В чате, собственно, в трезожниках. Просто как зайдешь, посмотришь, почитаешь. Если отсортировать, посмотреть, что происходит у людей там ближайшие, начальные, скажем, 60-90 дней, так люди в первое время начинают менять работу. Потому что вроде бы до этого все устраивало, была иллюзия, что все норм. Казалось, есть какие-то моменты, нюансы, но списывалось все на вредные привычки. Там, знаешь, есть какие-то у тебя что-то не нравится. Давай банально просто вот так расскажу. Тебе просто что-то не нравится. Есть что-то в этом не то. Ты приходишь, а там ты находишься в этом всем. Не то окружение, все не то. Не нравится. Потом после работы думаешь, начинаешь анализировать. По факту вроде бы все норм. Да, есть какие-то моменты. Ладно, у меня плохое настроение, пойду напьюсь. Накурюсь, там еще что-нибудь. В общем, как-то уйду от этой реальности. Все, и ты теряешься. Ты в следующий раз вот этим мыслям придешь. Во-первых, это у тебя со временем уже потеряется ощущение реальности. И ты в следующий раз, когда плюс-минус будут вот такие вот ощущения, тебе будет казаться, тебе просто хочется выпить или там покурить или еще чего-нибудь. В общем, употребить. Ты просто будешь прятаться в этом всем, потому что у тебя будет подменено понятие. Ощущение вроде чувствуешь одно, но по факту ты себя уже приучил как собаку, просто к какой-то привычке, какой-то манере поведения, да? Установку дал себе, и все, ты точно знаешь, так, если вот такие чувства есть, надо идти пить. А в случае, когда ты понимаешь, что эти чувства, эти ощущения у тебя не просто так, ты понимаешь, что эта работа тебе не подходит. Все нужно менять. И у тебя есть сила и уверенность в том, что это принятое решение не как-то там, а в действительности, потому что это по факту тебе нужно поменять. И поэтому ты не сидишь долго на работе, которая тебе не нравится. По сути, работа занимает большую часть жизни нашей. И представь, когда ты оказываешься в ситуации, когда тебе не нравится там, где ты находишься. Я знаю прекрасно это чувство, потому что я был в таком. Когда тебе кажется, что... А там нету ничего. За рамками этой работы ничего нету, ты никому не будешь нужным. Но на самом деле потом оказывается, так, а вот так оно работает. Оказывается, действительно просто нужно было что-то поменять в своей жизни, у тебя и там зарплата в несколько раз больше, или ты просто пошел, открыл свое дело, и там начало получаться, а может не получаться, но ты кайфуешь от этого все равно, потому что ты понимаешь, что это твое. Представь себя подписать на жизнь, когда ты просыпаешься, и тебе все не нравится. Утром не нравится, днем не нравится, вечером не нравится, ночью не нравится. Прикинь?
представляешь, вот так люди живут. А представь себе другую ситуацию, когда ты оказываешься там, где тебя прет. Ну, то есть ты такой просыпаешься и думаешь, блин, хочется сделать вот это. И вот этот проект как-то вот с душой. Вот, и ты такой заходишь, занимаешься этим всем, и у тебя, может, что-то не получается, но ты понимаешь, что это твое. Ты готов будешь 1000 раз делать какие-то ошибки, но ты понимаешь, что это по факту не является чем-то негативным для тебя. Это есть результат, который не принес тебе должного результата, да? Ты не получил должного результата, теперь ты понимаешь, что вот этот набор действий дает тебе вот такие вот результаты. И исходя из этого, как ты думаешь, будешь ли ты счастлив? Да тебе и деньги будут не нужны, ты будешь счастлив, потому что ты будешь заниматься своим. То, в чем ты чувствуешь себя. А сколько той жизни? Вот мне 32 года сейчас. Я для себя определил, что я планирую прожить до 100 лет. Понятное дело, что неизвестно, сколько я проживу, может год, может 2, может и все там 100, может и 105. Вот, но исходя из этого, я понимаю, что у меня осталось 68 лет. Понимаешь? 68 лет. А что такое 68 лет? Смотри, вот мне 32. Когда я вот уже более-менее начал понимать там, что что-то от меня в этой жизни зависит, скажем, лет 20 я так прожил вот сознательной жизнью. А это по факту вроде бы не так и много, 68 лет, но на самом деле это 3 с чем-то моей жизни, которую еще предстоит мне прожить. И вот исходя из этого, я понимаю, что в рамках просто существования на этой планете, 68 лет — это немного. А в рамках заниматься тем, что я не хочу делать, я и дня не хочу на это тратить. Вот я сейчас с тобой общаюсь, вот это мне интересно. Вот это мне интересно. А идти делать то, что мне не нравится, ни за какие деньги не готов и не хочу. Достаточно. Я там был, я там плавал, я знаю, как это. Вот. Я понимаю, что мне осталось 68 лет прожить, и исходя из этого я уже начинаю понимать, так, у меня есть там определенное время для того, чтобы собрать капитал. Я понимаю, что в моем случае я хочу старость провести в путешествиях, потому что я сейчас уже ловлю себя на мысли, что как-то иногда жизнь очень быстро идет. Это потому что ничего особо не происходит. Сейчас я определенные действия выполняю, и выполняю их стабильно, и они мне нравятся. Но посмотреть на ситуацию, я понимаю, что там где-то неделя, может, пролетела, где-то месяц пролетела, где-то бывает длинно тянется. В общем, когда ничего не происходит особо в твоей жизни, жизнь, она летит. Вот. И я понимаю, что старость нужно провести так, чтобы она была длинная. А для этого нужно, чтобы она была насыщенная, чтобы было много путешествий. Может быть, я не буду путешествовать, просто не захочу. Но я хочу, чтобы у меня была такая возможность. Когда я буду выбирать, что я могу сейчас просто по круизам поплавать, или там пожить где-то, где снега. В общем, у меня будет выбор. Либо когда я буду в ситуации, что у меня выбора нету. То есть я бы и хотел бы, может, я и хотел бы, но у меня выбора нету. Поэтому я говорю сразу, я не хочу этого. Вот так я не хочу. Я, собственно, из-за этого убрал вредные привычки, потому что я понимаю, что когда ты в употреблении, ты не можешь не употреблять. Тебе кажется, что ты можешь не употреблять, но ты не можешь не употреблять. Понимаешь? А у меня сейчас выбор есть. Я понимаю, что я в любой момент могу вернуться туда. В любой момент. Но мне это не нужно. Относительно удовлетворения от работы и баланс между профессиональной и личной жизнью, то в таком случае возвращаемся к нашей работе, да, к роду деятельности, то ты уже будешь подбирать, расставлять приоритеты и подбирать то, что будет тебе нравиться. Если ты будешь понимать, что этот род деятельности ворует тебя у своей семьи, то тогда этот род деятельности будет тебе не подходить. И тогда в данном случае будет балансировка.
в данном случае ты будешь искать то, что тебе и интересно, и то, что не мешает семье. Да? Может, наоборот, тебе очень нравится то, чем ты занимаешься, и семья тоже в это все вовлечена. Ну, то есть тут в данном случае это уже как сидишь и играешься с фигурками, подбираешь, что тебе комфортно, что тебе некомфортно, но заметь, самое основное, в этом всем руководишь процессом ты. Не какая-то вечеринка, не какая-то там посиделка, не какой-то там перекур, да, или там еще чего-нибудь, а ты себе выбираешь, определяешь и этому следуешь. Создаешь условия для того, чтобы к этому прийти. Ты способна на достижение длинных целей, понимаешь? То есть ты можешь в рамках своей жизни поставить себе цель и за 3 года прийти к какой-то там цели. За 3 года. Представляешь, в употреблении это сделать? Ты ж себе за основу берем, ты себе там не принадлежишь. Ты скажешь себе «я хочу», но только не ты определяешь это. А потом ты где-то в начале какого-то периода сказал себе «я хочу», потом тебя захватили все вредные твои привычки, и спустя время потом ты вспоминаешь «а я же хотел» или «я хотела». И что? Правильно, нагребает еще сильнее, еще и больше ты начинаешь упиваться, укуриваться и тому подобное. А в данном случае ты все контролируешь. А если что-то не удается, то ты начинаешь искать другие подходы, обходы этого всего. И твоя жизнь, да, мы же сейчас общаемся в рамках того, что с тобой произойдет в течение года, вот, к концу года, подытожим, ты подтянешься, свои профессиональные навыки подтянешь, может, ты сменишь род деятельности, это нормально и это хорошо. Потому что так получается, что, как правило, куда взяли на работу, вот тот навык и пошел осваивать, а так, чтобы пойти и подумать, чего тебе хочется, у большинства так не работает это. И смена рода деятельности это прекрасно. Вообще раз в 3 года, я не помню, где это я услышал, но на опыте своем жизненном я реально понимаю, что это так. Чуть-чуть смещается вектор твоего направления. То есть ты приходишь, добиваешься какого-то результата, здесь понимаешь, есть ли high-level в этом всем, куда можно еще пойти дальше. Если есть, идешь на него, если уже нету, то, собственно, опираясь, может, на эти навыки, идешь в какое-то смежное направление, идешь там, добиваешься. Но смысл заключается в том, что ты находишься в постоянном росте и развитии, и тебе постоянно интересно в этом всем находиться, потому что ты каждый день что-то новое узнаешь. Каждый день что-то, какую-то гипотезу свою тестируешь. Ты подумала, будет интересно вот это. А оно оказалось не так. Ведь на самом деле это реально так происходит, что по большей части все, что в голове, идеи какие-то возникают, теории, да, на практике они выглядят по-другому. И это хорошо, и это классно, потому что в итоге это преображается во что-то вообще там 10-е, 20-е. И ты никогда не знаешь, во что выльется то или иное направление. И это не стоит себя держать в рамках, и раз то не получилось, значит, это трагедия. Не-не, ты посмотри, куда тебе двери это все открывает. Поэтому и профессиональный рост и развитие у тебя абсолютно точно подтянется, и сменишь ты, возможно, род деятельности, направление, прорыв будет точно. Тот потолок, который над тобой сейчас есть, вот стеклянный, а тебе кажется железобетонный, ты его пробьешь, и этот потолок, я уверен, там на несколько уровней поднимешься, и, собственно, и так дальше. И так дальше будет работать. В этом смысл развития этого всего. Потому что ты себя высвобождаешь. Вот представь, да, тебе связали крылья, ноги, руки, и все, и ты не можешь ничего делать. А тут в этот момент ты становишься свободным или свободной, и летишь, занимаешься своим чем-то любимым. Тебе сейчас кажется,
это про мотивацию. Нет, я вообще сейчас не про мотивацию, я сейчас про тебя. Я про тебя. Вот когда ты сейчас будешь самим собой, или сама собой, то в таком случае у тебя не будет никаких границ. Не будет реально. И тебе мотивация не потребуется. Ты просто будешь делать свое дело. И будет тебе от этого реально кайфово. Кайфово и офигенно. Вот вспомнишь мои слова. Движемся дальше. Следующая область жизни — это личные отношения. Тоже бьем на 2 категории. Первая категория — это качественные отношения с семьей и близкими. А второе — это развитие дружбы и социальных связей. Но начнем давай с наших отношений с семьей и близкими. Я уже, спойлер в этом всем, ты уже услышал, что к концу года отношения, там на самом деле 2 варианта. Либо они просто себя иссякнут, как иссякнут, пропадут, да, взаимоотношения, связи с близкими, с родными, я имею в виду, с семьей и близкими, либо преобразятся и возникнет понимание. И то нормально, потому что мы не выбираем, по факту получаем, что есть, и это хорошо. Вот. Но к концу года может быть и то, и другое, и это тоже нормально. Так, смотри, что происходит, когда ты начинаешь убирать вредные привычки от себя. Во-первых, у тебя открываются глаза, и ты начинаешь всем вокруг рассказывать о том, что они неправильные. Но они правильные, понимаешь, вот в их понимании они правильные. Это ты в данном случае становишься в этом окружении неправильным. Потому что то, под что ты собирал свое окружение, собственно, оно тем и является, правильно же? Ты под свои вредные привычки, или наоборот это могло произойти, сначала окружение, а потом навязало те вредные привычки, но сам факт заключается в том, что есть клей, который вас склеивает. Это образ жизни. И когда ты этим людям начинаешь рассказывать о том, что они живут неправильно, то на тебя смотрят как на сектанта. Но вот именно поэтому я организовал трезожники, чтобы не было вот этого ощущения, что ты какой-то ненормальный. Потому что когда все окружение начинает тебе рассказывать о том, что ты не прав, это ты не права. Вот, и ты начинаешь думать, я сейчас потеряю вот эти вот взаимоотношения с этим там лучшим другом, еще там, оно того не стоит, может, они правильно, а если еще знаешь, не дай бог у тебя какой-нибудь авторитет, человек, которым ты мотивируешься, а он обладает теми вредными привычками, ты думаешь, что раз он так пьет, там курит, и значит я так тоже буду делать и буду таким же, то я у тебя, как уже говорил перед этим, то если этот человек перестанет употреблять, то у него будут в разы лучшие результаты. Да, он умный не потому, что там такой умный, не потому, что он там пьет, курит, а он вопреки этому стал, не благодаря этому, а вопреки этому стал. Вот, поэтому важно, чтобы это тебя не подкосило. Я рассказываю реально, как оно происходит. Не нужно рассказывать людям о том, что ты решил поменять там свой образ жизни, потому что задача каждого человека, которому ты будешь это рассказывать и объяснять, своего окружения будет переубедить тебя. И они массой тебя задавят, скорее всего. Скорее всего. Не потому, что они такие плохие, не потому что. Они хорошие, они не хотят тебя потерять, пойми правильно. Понимаешь? Это относительно друзей. Относительно друзей такая ситуация. Относительно семьи, смотря, опять же, везде разная ситуация. Предположим ситуацию, что вы один человек в семье, да, вы муж, жена, один человек в семье дальше продолжает употреблять, а ты убираешь от себя это все. И ты думаешь, как он меня не понимает, это же, в общем, значит, он там не любит меня или тому подобное. Понятно, мы хотим, чтобы у нас понимали, на самом деле так это не работает. На самом деле нужно тут общаться будет. Нужно будет сказать, что
смотри, такая ситуация, вот я приняла решение, дальше не буду употреблять, это точно мое решение, мне там первый промежуток времени будет непросто, но я буду работать над собой, и от тебя я прошу, минимальной поддержки, либо хотя бы понимания. И там, если есть возможность, там, в ближайшее время, там, при мне, там, пожалуйста, там, не кури или не пей. То есть ты можешь это делать, безусловно, но по возможности сократить это. Знаешь, или там человек, там, если курить, то кури там, пожалуйста, на балконе, чтобы там не на кухне, чтобы там прямого не было со мной контакта, чтобы... причем я и не говорю о том, что нужно избегать это все. Ни в коем случае. На вечеринки надо ходить. Если ты понимаешь, что оно тебе нужно, если тебе интересно, иди. Но если понимаешь, что оно тебе не нужно, то точно не иди. Вот так вот. И человек, который вторая твоя половина, он тебя поймет. Он поймет и, по идее, должен сократить это все. Но не нужно рассказывать ему, что он должен бросить, потому что он так не бросит, это должно быть его решение. Часто происходит так, что человек, смотрев на второго человека, который убрал от себя, со временем сначала это убирает, меньше начинает употреблять, а потом его все убирает. Но может быть такое, что кто-то будет употреблять там время от времени. Я имею в виду там про вторую половину. И это нормально, для него это не есть проблема. Не есть для него такой проблемой, как было для тебя. Вот. Это тоже нормально. И, и тоже нормально, если у вас не сойдутся взгляды, и там человек не будет готов меняться. Абсолютно точно придется меняться обоим. Это точно. Это не может быть так, что один поменяется, а второй будет вести свой образ жизни точно так же. Скорее всего, тебе просто станет неинтересно с этим человеком, потому что тот клей, который был у вас до этого и скреплял ваши взаимоотношения, ваше общение, он пропадет. Общие интересы. Понимаешь? Общие интересы. Пропадут общие интересы, не будет центра, вокруг которого вы будете собираться. И это тоже нормально, это тоже нормально принять, и опять же, и вредные привычки здесь, когда ты их убираешь, они делают обоим хорошо. В данном случае, даже если придется разойтись. Потому что в данном случае вы больше не будете портить друг другу жизнь, и каждый пойдет искать свою вторую половину. Просто зачастую, на самом деле, происходит так, что вторая половина начинает поддерживать со временем. Но просто это должно быть без давления. Если это будет так, что я бросаю или бросил, значит, должен и ты. Вот это точно не получится. Ты возьми себя, посмотри, когда тебе кто-то начинает рассказывать о том, что ты должен или должна бросить, что ты этому человеку собираешься сразу ответить правильно. Вот тут точно такая же ситуация. И вот то, о чем мы сейчас с тобой общаемся, на самом деле хочу тебе сказать, что если бы у тебя не было выбора, если бы ты не совершила или не совершил свой выбор, то, просто бы вся эта информация, я думаю, ты бы уже покинул это видео или покинула 100%. Это просто не было понятно, о чем я говорю. Поэтому в краткосрочной перспективе надо общаться точно, надо говорить, нельзя замалчивать точно, это проблемы создает. И опять же не забывай, что ты меняешь образ жизни, и с того образа жизни, где ты все проблемы накапливались, то в данном случае проблемы все решаются. Если есть какое-то недопонимание, нужно общаться. Нужно выходить, общаться, разговаривать. Я знаю, что сложно. Я знаю, что сложно, потому что есть эмоции. Собственно, эмоции все и решают, да. И часто бывает тяжело справиться с эмоциями. Ты будешь в любом случае отходить от этих эмоций, и все равно надо стараться, пытаться. Если любовь есть, то отношения будут держаться. Что касается отношений в семье, с родителями и тому подобное, то в данном случае просто нужно будет определить границы. К сожалению, часто так бывает, что
как правило, вредные привычки мы перенимаем от наших родителей, да, и пока мы еще маленькие, то как бы может вина там, ответственность лежать на них, но как только мы уже становимся сознательными, то мы берем ответственность на себя, за себя в свои руки. Вот, в данном случае важно определить границы и, если, конечно, будут тебя просить, то поддержать, помочь. Но если не можешь, не просят тебя, то, к сожалению, такая штука, где ты не можешь навязать это все. Это будет хуже делать. Это объясню, почему. Есть на канале видео про дно. Что человек, достигая дна, он в таком случае может оттолкнуться и выплыть, и пойти жить жизнь. А когда ты его держишь на воде, да, такую аналогию представь, и он как бы тянется на дно для того, чтобы оттолкнуться, уже хочет поймать, а ты его держишь, не даешь ему пойти на дно, то ты таким образом думаешь, что делаешь ему лучше, тому человеку, а на самом деле делаешь хуже, потому что ты, наоборот, его путаешь. Вот, поэтому, к сожалению, такие штуки, они работают только для тебя, если ты это понимаешь. Как в данном случае, ты понимаешь, что это тебе не нужно, и ты вот сейчас разбираешься в себе, почему так произошло, и что нужно сделать для того, чтобы этого не происходило. За что, собственно, тебе и респект, за что респектует тебе же твое «я», потому что, наконец-то дождалось. Что касается развития дружбы и социальных связей, то окружение, которое было до этого, оно отойдет. И просто меньше звонков станет, там пару раз ты, может, появишься на вечеринках, подумают, ты там с кислым лицом стоишь, хотя ты будешь ровным на самом деле в плане эмоций, не будет такого. Вот. И покажется, что ты уже белая ворона, и тебя там перестанут приглашать. Но это и нормально, на самом деле, уважение этим людям, которые это понимают, потому что, каждый по-разному проводит свой досуг. И если ты не употребляешь, то тебе не интересно будет с теми, кто употребляет. Вернее, знаешь как, тебе может быть интересно первые несколько часов, а потом уже будет неинтересно, потому что потом все начинают отупевать и начинают повторять одно и то же, смеяться над одним и тем же, повторяя одно и то же. Такое себе на самом деле зрелище. Поэтому, конечно, тебе это окружение станет уже не такое интересное, пропадет клей. И это хорошо. Это хорошо, потому что ты преодолеешь это, поймешь, что это был опыт, ты понимаешь, как это все работает. Опять же, все вот эти вредные привычки, которые у тебя есть сегодня, это ни в коем случае не про то, что ты там вдруг плохой или плохая, вообще не про это. Это про то, что у каждого свой путь и у каждого свой опыт. Поэтому нормально, что окружение, прошлое, оно отойдет. И тут ты окажешься в моменте, который очень важен. Его не нужно бояться, опасаться, поэтому, собственно, я и говорю, что ты обязательно должен вступить в трезожники для того, чтобы иметь под рукой помощников, сообщества, план действий, понимание. Вспомни, как я вначале говорил про ведра. Значит, ты окажешься в ситуации, когда тебе нужно будет понять себя, поработать над собой. Когда ты с вредными привычками, ты реально до конца не понимаешь, кто ты. Потому что много иллюзий. Простым языком, если сказать, много иллюзий. Много вранья. И для того, чтобы понять, кем себя окружить, тебе нужно понять, кто ты. Понимаешь, если тебе нравится, к примеру, рисование, то глупо идти туда, где тебе не нравится. Например, не знаю, бег, футбол или еще что-то. В общем, там ты будешь белой вороной, не по интересам. Но, к примеру, в кругу художников ты будешь знаковой фигурой. Понимаешь? Тут важно понять, кто ты и для чего ты. В одном из этапов в трезожниках есть прям целый день,
когда ты занимаешься поиском сильных сторон. Там вообще на протяжении 14 дней ты отвечаешь на вопросы определенные, и в конце этих 14 дней ты понимаешь, какие сильные твои стороны. Простым языком, что тебе нравится. Ты наблюдаешь за собой, ведешь дневник, и ты понимаешь, что тебе нравится, что ты хотела или хотел там когда-то. В общем, собираешь такой вот образ. Ты с собой знакомишься, все это время знакомишься, понимаешь, кто ты. И потом, вот, скажем, там, спустя там 30 дней первые, ты уже более-менее будешь понимать, кто ты, чего ты хочешь. И исходя из этого, у тебя уже пойдет формироваться новый круг общения. Новый круг общения, который будет уже, основа будет базироваться на, вот, собственно, твоих сильных сторонах. Дальше может оказаться, это и не твое. Конечно, может такое быть. Я имею в виду, что, допустим, то, что тебе показалось, что тебе было когда-то интересно, окажется неинтересным. Но у тебя в голове уже будет четкое понимание, что вот тут галочка, это я попробовал, и оно не подходит мне. И тем самым ты, убрав вот это, ты идешь уже к следующему этапу. Дальше ты уже понимаешь, что все, вот это я уже попробовал, следующий этап. Но когда ты это не попробовал, то ты никогда не доберешься до этого этапа. Никогда. Потому что у тебя всегда будет маячить. Знаешь, вот для меня самые страшные истории, это когда вот если бы я вот тогда сделал бы то вот сейчас бы было бы вот так. Для меня это страшно. Я уже много раз рассказывал эту историю. Для меня урок в жизни был еще в детстве, когда я там не съехал с горки ледяной на санках, не спрыгнул с трамплина. Так я не могу туда вернуться и это сделать, понимаешь? Я же уже не вернусь в те года. Вот я такого не хочу больше, чтобы у меня было. Поэтому важно пробовать и делать, действовать. Вот, попробуешь, поймешь, так, вот это тебе не подходит. Все, переходим к следующему этапу. К следующему этапу. Уже найдется, поверь, просто найдется что-то такое. Ты будешь потом рассказывать людям, и будешь прям, вот я тебя цитирую, будешь говорить так: я бы никогда не подумал или не подумала, что я буду за счет этого зарабатывать там вот такие вот, допустим, там большие деньги, или буду получать вот такое классное там, такие классные эмоции, или там не получится там сделать какой-то крутой проект, которым будут все там восхищаться, в первую очередь ты. Поэтому, когда предыдущее окружение будет уходить на второй план, следующим этапом ты знакомишься с собой, и следующим этапом уже формируешь окружение относительно своих там сильных сторон, того, что тебе нравится, простыми словами, того, что тебе нравится, от чего ты кайфуешь. Вот такие люди будут больше появляться в твоей жизни. Конечно, скажем так, с той жизни, предыдущей жизни, с того образа жизни, люди останутся у тебя, останется буквально там 2-3 человека. Это твои люди. Это твои люди. Это не значит, что другие люди плохие. Но это твои люди. Вот ты занимайся в своей жизни накопительством вот таким. Накапливай хороших людей в своей жизни, которые любят тебя, которые любишь ты, которые друг друга вы мотивируетесь. Вот это очень важно. Очень важно. Вот несколько человек с твоего окружения придет к тебе спустя время, скажут: расскажи как ты это сделал, как это ты сделала, расскажи, пожалуйста. И ты расскажешь, ты с удовольствием поделишься. Зайди в трезожные истории, отзывы, опять же, в описании. Почитай, что люди пишут, как у них поменялась жизнь вообще. И они пишут это не потому, что они там заставляют себя или еще, да потому что это прет, это энергия. Ты понимаешь, что когда человек подойдет у тебя и спросит твоего совета, абсолютно точно ты ему подскажешь и поможешь. Это такое комьюнити, такое сообщество, в котором друг друга поддерживаешь. Понимаешь? Потому что ты понимаешь, через что человек прошел, и тебе не жалко. Вот так, понимаешь?
Берем этап, когда ты уже понимаешь свои сильные стороны, понимаешь, что начинаешь формировать свое новое окружение начинает к тебе подтягиваться, и тут важно не закрываться в коробочку, если тебе это нужно. Не закрываться в коробочку и развивать свою дружбу, свои социальные связи там в социальных сетях. Сейчас, благо, ты буквально открыл там Инстаграм, этот Ютуб и какой-нибудь ТикТок, и ты уже можешь вещать на аудиторию и, собственно, собирать вокруг себя тех людей, которые заинтересованы будут тобой, которые будут точно так же восхищаться тобой. Ну и тебя будет это, опять же, мотивировать дальше развиваться. Но может такого и не быть. Может тебе и не нужно большое количество вокруг себя людей, там это окружение. Может тебе достаточно уединения с самим собой. И буквально там несколько человек, которые тебя поддерживают, с которыми ты классно себя чувствуешь. И вот это ты уже поймешь, понимаешь? Это тебе будет уже понятно. Но точно не следует закрываться в коробку. Закрывшись в коробочку свою и спрятавшись от всего мира, но бесцельно. Если у тебя цель, если ты четко поставил цель и понимаешь, что вот ты к этому следуешь, да, ты понимаешь, что сейчас, чтобы все тебя отвлекающие факторы ты убираешь, это другое. Но чтобы не было у тебя страха вот этого, вот я сейчас выйду там на вечеринку пойду, а вдруг я там сорвусь, да вообще не бойся этого. Вообще не бойся. Ты ж понимаешь, что вот эти вредные привычки, вот уже исходя из всего, что мы пообщались, ты уже понимаешь сейчас, что все эти вредные привычки, это как помет. Да, ты ж не будешь это есть. Да, есть физическая определенная зависимость, но она со временем пройдет. Обязательно пройдет. И ты будешь на это все смотреть и понимать, так это ж... Ладно, это выбор других людей, пожалуйста. Вот это очень, кстати, такой важный момент, что дай выбор другим людям. Дай выбор, не заставляй их. Потому что ни к чему, во-первых, хорошему это не приведет, а приведет это, как правило, там, к потере взаимоотношений с этим человеком и тому подобное. И вообще ты разуверишься в своих убеждениях, потому что, когда ты будешь еще вначале слабеньким, то тебе будет тебе важно очень подтверждение твоих умозаключений, мыслей, и вообще путь тебе нужен. Вот, собственно, в трезожниках сообщество, почему очень важно быть в сообществе тех людей, которые через это проходили, понимаешь? У которых уже есть опыт, которые там находятся, например, когда мне уже более 5 лет, и в сообществе у нас там и по 3, и по 4 люди года уже не употребляют, и по 100 дней, кто-то по 3, 30, в общем, то есть выборка очень большая. И это все прекрасные люди, это вообще, я восхищаюсь этими людьми, потому что они открыли себя, то есть они были до этого так же, как и я, забиты этими всеми вредными привычками и витали в своих там мыслях о том, что вот классно будет, когда-нибудь там я чего-нибудь достигну, а все, так как и я, поубирали эти все барьеры, все, люди живут прекрасно. Поют, танцуют, гуляют, создают бизнесы, вообще это вот недавно написали классно, один из участников написал классную мысль о том, что ты не убираешь вредные привычки от себя, ты возвращаешь трезвость. Действительно так. Хорошая мысль, правильная мысль. Так как мы в рамках общаемся сейчас, что произойдет в течение года у тебя это все нормализуется, ненужные люди уйдут из твоего окружения, и ты поймешь, что у тебя есть классное окружение. И вообще в таком подходе у тебя никогда надолго не будут зависать люди, которые плохие, которые там пытаются обмануть, украсть что-то и тому подобное. Тебе сразу будет понятно, что это за человек. Это приходит. Ты сразу начинаешь видеть, что из себя человек представляет. И, да вообще на людей посмотришь абсолютно по-другому. Но главное, смотри с любовью. Это очень важно. Чтобы не обозлиться. И это все негативная энергия, это не нужно. Это нужно убирать.
Вот. Но ты посмотришь по-другому на людей и поймешь, что кого-то простишь, с кем-то перестанешь общаться, потому что ты же даешь человеку выбор. Ты же не выбираешь за человека. У человека есть определенный выбор. Да, даже если это твой лучший друг, но он выбрал, сделал выбор, но вам не по пути. Но ты его любишь, все, и отпускаешь. Может быть, когда-нибудь вы дальше продолжите общаться. Но к концу года у тебя будет чистое окружение, почищенное окружение. У тебя наладятся взаимоотношения с близкими, возникнет доверие. Вообще, в целом, у тебя вот это момент, когда тебе не доверяют, он уйдет. Потому что ты на практике покажешь, что ты стабильный или стабильная. И тебе начнут верить, доверять. И к тебе пойдут за советами. К тебе пойдут за советами, у тебя будут спрашивать твою историю успеха, и ты будешь. Захочешь, будешь подсказывать, рассказывать. Не захочешь, твое право, ты никому ничего не должен, не должна. Но такое будет, такое происходит, потому что мы все хотим, когда мы видим, что человек чего-то добился, мы хотим, да, и нам этот путь близок, мы хотим, конечно же, к этому прикоснуться. И ты таким человеком станешь, абсолютно точно. И ты, если уже сейчас принято решение, то я тебя поздравляю, ты уже сейчас вот живешь в рамках этой жизни. То есть это не где-то далеко там. И я сразу просто на год вперед забегаю, потому что я понимаю, вспоминаю, что происходило у меня, и понимаю, что это абсолютно другая жизнь. И понимаю, что то, что ты будешь чувствовать тогда, это ты только сможешь реально почувствовать через год. Какие бы слова я сейчас тебе не рассказывал. Но то, что ты можешь конкретно сейчас действительно ощутить, то, что твоя жизнь уже сейчас начала по-другому. Уже по-другому у тебя жизнь идет. Ты уже по-другому воспринимаешь всю информацию, уже по-другому перевариваешь. Но вот какие у тебя сейчас картинки возникают в голове? Вот просто сфокусируйся на это. Что ты сейчас видишь? Вот это вот ты. Если пустота, то это тоже ты. Если что-то нарисовано, посмотри на то, что нарисовано, написано. Это вот, собственно, твой фокус, да, то, на чем сейчас висит. И я тебя поздравляю, вот сейчас ты уже являешься вот собой. Ну, то есть мы дошли, докопались до твоего «я», где есть ясность, понимание. Этого всего, я тебя с этим поздравляю. Ты прям похлопай себя по плечу, скажи, что ты молодец. Потому что ты действительно молодец. Ты занимаешься самым важным сейчас в жизни, занимаешься собой. Потому что будет хорошо у тебя, будет хорошо у остальных. Ты не знаешь, кому ты послужишь таким драйвером для изменения своей жизни, а ты точно послужишь, потому что я знаю, что такие люди, которые живут своей жизнью, они являются драйверами для других людей, которые смотрят на тебя и мотивируются тобой, движутся. Ты думаешь, можешь подумать такое, да нет, ну как я такой, кому там это интересно. И благодаря этому и это все и происходит. Потому что есть люди, к которым мы стремимся, которые нас мотивируют. И через год ты точно станешь таким человеком, точно. Но это уже ты сам ощутишь. Ну вот, точно ощутишь. А сейчас я тобой уже мотивируюсь. Потому что я точно знаю, что нужно преодолеть для того, чтобы прийти к таким мыслям, к таким ощущениям, как сейчас, для того, чтобы прийти к этому выбору и решению. 4-я область жизни — это образование. Ну и опять же, бьем по категориям. 1-я категория — это у нас непрерывное обучение и личное развитие. 2-я категория — это повышение квалификации и освоение новых навыков. Частично мы эту тематику уже затрагивали в области жизни, карьеры. Но я тут разделил, конечно, потому что по областям это все-таки разное, но по факту я для себя лично не разделяю эти 2 области, потому что карьера у меня напрямую связана с образованием. То есть мое образование напрямую влияет на карьеру. Да? То есть чем
больше навыков я приобретаю, тем больше я могу там реализовать проектов, проконтролировать проектов, заработать денег и тому подобное. Но все же, давай в отдельную эту категорию отнесем вот по поводу непрерывного обучения и личного развития. Это абсолютно точно будет так. Ты будешь и образовываться, и будешь точно личностно развиваться. Потому что ты сейчас на этапе, когда убираешь от себя вредные привычки. Дальше, когда ты сейчас вот основную такую проблему победишь, уберешь от себя ненужное, то дальше ты перейдешь к следующему. Начнешь замечать какие-то новые моменты. Захочешь там заниматься, к примеру, спортом, допустим, да. И я тебе, кстати, порекомендую, сразу не беги марафоны. В прямом переносном смысле. То есть, если хочешь начать бегать по утрам, просто начни просыпаться и выходить на улицу и ходить. Вот проснись, пойди, пройдись там километр, 2, 5 и 10, сколько хочешь, прогуляйся по лесу. Вот. И введи это просто себе в привычку для начала. А потом, со временем, когда это войдет в привычку, ты не заметишь, как ты побежишь, если ты захочешь бегать. Если не хочешь бегать, то просто ходи. То есть идея заключается в том, что ты органично начинаешь развиваться. И возникло желание пойти рисовать. Иди, пройди там курсы какие-то. И, значит, то есть не ступорись. Мир, он огромен, и возможностей масса в этом всем. Тем более сейчас, когда есть доступ просто к любой абсолютно информации. Абсолютно к любой информации. И поэтому твое личное развитие, оно заживет просто новыми красками. Потому что тебе захочется и то попробовать. Может, там кулинария. То есть вариантов масса на самом деле. Главное не останавливаться. Еще бы хорошо, чтобы все-таки было у тебя, кроме карьеры, какое-то хобби отдельное. Было бы хорошо. Да, может быть такое, что в идеале, когда и хобби, и работа это одно и то же, но все-таки хорошо было бы тебе где-то, чтобы мозги твои отвлекались на какое-то там, на вязание, на еще что-нибудь такое. Вот. Это в целом будет неплохо. Есть мысль о том, что делай хобби своей работой, но есть также мысль о том, что не нужно делать хобби своей работой для того, чтобы все-таки была какая-то... Где-то твои мозги отдыхали, где-то ты творчески развивался, потому что когда творчество и про деньги, оно, как правило, становится... Ты начинаешь уже больше смотреть на цифры, чем на то, что тебе хочется конкретно делать. Но тоже хорошо, когда хобби твоя работа. Опять же, то есть тут в данном случае нету ничего тут стопроцентного. Стопроцентное, ты можешь сказать 100% только ты. Что для тебя является хорошо, что для тебя плохо. Но только для такого нужно попробовать и то, и другое. Вот тут самое важный фактор — это не перестать пробовать. Относительно непрерывного обучения, когда ты находишься в нормальном состоянии, в нормальном — это не под воздействием никаких наркотиков, уже прошло там определенное там длительное время, хотя бы от месяца, и у тебя просто энергия, она есть постоянно, понимаешь? И у тебя есть желание в постоянном развитии, постоянно что-нибудь новое узнавать, это становится нормой жизни. То есть, когда ты не в таком ресурсе, то тебе наоборот становится как-то некомфортно, потому что нужно куда-то девать эту энергию. Раньше энергия вся уходила в унитаз, да? То есть весь потенциал, который был, он просто сливался, разбивался о вредные привычки, и постоянное отсутствие энергии и желания что-то делать — это норма. А теперь будет у тебя в какой-то момент, в самом начале, будет огромный приток энергии. И тут важно это все распределить верно. Знаешь, скажем так,
вот эту всю энергию по корзиночкам разложить, для того, чтобы не перегореть. Ты точно перегоришь, конечно, но просто запомни мои слова, что нужно правильно научиться распределять свою энергию. Почему я говорил, что не нужно сразу там бежать марафоны, не нужно сразу там правильное питание, то есть сразу себе создавать такие супер жесткие условия. Не нужно этого делать, потому что будет сразу большой приток энергии у тебя, когда ты первый период, там, ближайшие 10-2 недели, может, до 20 дней, огромный приток энергии, и тебе кажется, ты сверхчеловек. Но ты очень быстро израсходуешь всю эту энергию, у тебя будет упадок сил, упадок настроения, и ты начнешь реально задаваться вопросом, а нужно ли мне это все. Но если мы рассматриваем в разрезе года, спойлер по поводу 20 дней, первых, дальше это будет то все круто, то упадок, то все круто, то упадок. Поэтому я почему говорю, что тебе нужна дорожная карта в этом всем. Просто иди по методичке, по методу, метод, другими словами, путь, если непонятно, что такое метод, просто по пути, и ты потихонечку будешь понимать, так, есть вот такая вот ситуация, да, все, предупрежден, знаешь, что будет происходить, обошли сторону, если не обошли, ты хотя бы понимаешь, что это произошло и почему ты себя так чувствуешь. Но в разрезе года ты точно войдешь в режим непрерывного обучения. Если ты в это, просто нереально не войти. Вот если ты не войдешь, то тебе просто будет эта жизнь неинтересна. Если ты сейчас думаешь, что это как-то сложно и тяжело будет, я тебе скажу, что это будет не сложно, не тяжело, это будет просто органично. Ты, когда не делаешь там сверхусилий, а постепенно там что-то новое узнаешь, применяешь там, конечно, важно узнавать то, что ты можешь сразу применить в своей жизни, то ты получаешь отдачу. Ты вложил энергию и получил отдачу. Ты как инвестор. Понимаешь, вот мы воспринимаем энергию как будто это... Да, в большинстве случаев просто никто на это не обращает внимания. Но по факту ты со своей энергией должен обращаться как инвестор. Ты понимаешь, так, есть вот такой проект. Сюда вот я вложил силы, ты понимаешь, что либо ты в долгосрок получишь обратку от этого там в разрезе года, 2-3, если это длинный проект, значит ты бьешь тогда на маленькие части и понимаешь, так, вот мой результат примерно я жду здесь. И вот тут ты получаешь обратку, да, там, скажем, ближайшее, сделаю какую-то маленькое что-то, и в разрезе там 2-3 дней получу обратный результат, неважно, позитивный либо негативный, но ты получишь обратку энергии. И таким образом у тебя будет она правильно циркулировать. А представь ситуацию, когда ты пошел и всю энергию где-то потратил, как-то там, не знаю, пошел там, пробежал очень много километров, и на следующий день ты не можешь ни подняться, ни встать, все крепатура, все тело болит, а ты себе поставил за цель бегать каждый день по столько, сколько ты вчера пробежал. И все, у тебя просадка, потому что у тебя нету никакого позитивного подкрепления здесь, понимаешь? Но на дистанции, если правильно распределять, это вот ориентируйся просто на себя. Ты хочешь это сделать, ты понимаешь, что ты можешь это осилить сделать, пожалуйста, бери это и делай. Все. И понимаешь, что для тебя в этом дне сегодня будет вот это уже действие слишком, перенесли на следующий день. Лучше сделать сегодня в данном случае меньше, но больше, до завершения. Меньше, но до завершения. Чем больше, все проектов кучу набрать, сидеть и ничего с этим не делать, такого не нужно делать. Не нужно. Будет просадка, тебя жесткое будет выгорание, а вокруг будет ощущение, что ничего не получается. Вот. Да, конечно, ты этот этап преодолеешь даже в таком случае, но придется за это заплатить большую цену. И, просто жить в таком ритме, когда ты постоянно в плохом состоянии, не следует. Просто не следует, потому что жизнь превращается в бессмысленное какое-то достигательство, потому что кто-то как-то сказал, что-то нужно, а тебе важно это соблюдать баланс в твоей жизни.
Вот это вот самое важное. Давай подытожим всю эту категорию. К концу года ты войдешь в ритм это постоянного обучения, кайфового обучения, и ты будешь развиваться постоянно, повышать свой уровень квалификации, и это будет происходить органично. А теперь посмотри на это со стороны, и как этот человек выглядит. Вот как ты выглядишь для себя со стороны. Ну, как мне кажется, это такой мощный, продуктивный человек, который живет своей жизнью, добивается того, чего хочет он, и хочется ему подражать. Вот прям, ну, вот такое. То есть что-то прям кайфовое, крутое, и, ну, прям оно стоит того, чтобы сейчас позаниматься собой. Причем я на самом деле считаю, что это очень важная инвестиция временная. Да, мы можем как деньги, то есть мы все инвестируем, мы можем энергию инвестировать, деньги, время. Вот в данном случае это просто великолепнейшая, это даже несоизмеримо ни с чем инвестиция и времени, и энергии, и еще и денег, потому что ты еще и денег начнешь меньше, да вообще перестанешь тратить на всякую ерунду, по факту у тебя начнут они скапливаться. Ну вот как раз мы потихоньку подходим и к пятой области, это финансы. Это бьем по категории. У нас первая категория это будет эффективное управление бюджетом, а следующая это инвестиции и финансовая стабильность. По финансам. Да, давай так изначально в общем. Финансовая сторона, она улучшится, потому что у тебя пропадет дырка, в которую улетает куча денег. Да, и денег, и энергии, и всего хорошего и тому подобное. То есть это просто такая черная дыра, которая засасывает в себя все. И у тебя начнут появляться деньги. Представляешь, проходит там пятница, суббота, любой триггерный день какой-то, а у тебя просыпаешься, у тебя все хорошо, нет проблем не прибавилось, наоборот, ты убираешь проблемы, и не болит голова, и в кармане деньги. Интересно. Я тебе хочу сказать, очень интересно. Забегу наперед. За первый год я рассчитался полностью с долгами, которые тянулись много-много лет. Я вообще до этого, я реально не помнил, чтобы у меня было состояние, когда я не был кому-то должен. Ты должен постоянно. И это такое гнетущее чувство, угнетающее, которое... я не знаю, с чем это сравнить. Рабство, да, вот такое что-то приходит сразу в голову. Рабство, тяжело, больно, постоянно такие плечи поджатые. Ужасное состояние, ужасное. Это бедность. Это мышление бедного человека, при том, что деньги, они были, но ты не умеешь ими управлять. А если ты не умеешь управлять деньгами, деньги управляют тобой. И ты точно Смотри, как произойдет. Изначально, первое время, просто деньги начнут аккумулироваться. Они просто начнут появляться, да. Потом никуда, в смысле, не уходить. Дальше ты будешь зарабатывать, как зарабатывалось, но при всем при этом будет повышаться уровень квалификации, твоя продуктивность, соответственно, будут больше и заработки. И, соответственно, в какой-то момент, если были долги, ты начнешь отдавать эти долги. И ты в какой-то момент поймешь, что отдавать долги это классно, это ты будто бы себя выкупаешь из этого финансового рабства. Все зависит, конечно, от сумм, там, кредитов, ипотек, долгов, но если такие цифры, которые реально победить в течение года, то в конце года ты точно отдашь эти деньги. Отдашь деньги и к концу года, так как и я, вот, собственно, вдохнешь, выдохнешь свободной грудью с ощущением того, что больше тебе никто сейчас не позвонит и не скажет отдавай, там, в общем, вот эти все прелести, да, когда ты должен деньги.
И это ж откуда вообще берется на самом деле? Это про бедность, про бедное мышление. Это когда сколько бы ты ни зарабатывал, ты все потратишь и залезешь в долги. Как история про людей, которые выиграли в лотерею там миллионы. Но эти ж выигрыши их просто убили. Об асфальт просто... это за несколько лет, 2-3 года люди тратят все деньги и заканчивают жизнь самоубийством. Из-за того, что нету понимания в их видении, для чего вообще им нужны эти деньги. То есть для них норма, допустим, для человека норма там прожить на определенную там цифру, скажем, 20 тысяч. 20 тысяч гривен в месяц, это вот нормально. Дай ему 200 тысяч, ты убьешь этого. Даже так, за 200 тысяч, я думаю, что ты хорошенько поломаешь человеку жизнь, а за 2 миллиона ты просто его убьешь. Не своими руками, собственными, конечно, но он сам все сделает. Вот. Залезет в долги, понабирается кредитов, понабирается кучу проблем. И это из-за неумения управлять финансами. Потому что я даже не знаю, что... Во-первых, это, наверное, все-таки точно связанные вещи. И вредные привычки, в том числе вредные привычки, это про бедность. Поэтому, если у тебя с этим были проблемы, а скорее всего были проблемы, потому что это, как брат и сестра с алкоголем, там, сигаретами, наркотиками, то ты столкнешься с ситуацией, что поймешь, так вот, но у тебя еще есть одна вредная привычка, и ты начнешь решать эту проблему. Начнешь решать проблему, ты начнешь скапливать деньги, отдавать долги, и следующим этапом ты перейдешь уже к инвестициям и финансовой стабильности. То есть, по факту, ты придешь к тому, что будешь понимать, что у тебя есть прожиточный минимум, и тебе нужно этот прожиточный минимум заработать. И дальше все, что сверх, это можно инвестировать. И весь этот сверх ты отправляешь в инвестиции. В криптовалюту, там, в акции, в недвижимость, в покупку земли, в покупку облигаций. То есть это варианты есть, куда направлять эти средства, но просто ты начнешь интересоваться, куда можно инвестировать, как инвестировать. Спойлер, сразу скажу, инвестировать без понимания не нужно, потому что ты потеряешь все деньги, ты отобьешь желание себе на всю жизнь инвестировать. На первый год я бы рекомендовал просто научиться накапливать. Накапливать и инвестировать в вещи разные. Накапливать это ты собираешь просто куда-то, и тем не менее у тебя за счет потребительской инфляции деньги ежегодно уменьшаются там в стоимости, да, то есть их ценность падает. Грубо говоря, ты мог там за $100 купить там, не знаю, там чего-то там 90 единиц, или 100 единиц, а через, скажем, год ты на эти же $100 сможешь купить там 90 единиц, то есть падает у тебя ценность. Вот это со временем поймешь. Тут, конечно, важно еще научиться накапливать эти деньги. Со временем поймешь, и потом уже начнешь разбираться, куда можно инвестировать. Чуть попозже я к этому времени начну уже записывать видео про финансы, я думаю. Я сейчас на этапе, когда уже свой портфель сформировал, и сейчас уже такие, скажем, осталось дело времени, и при достижении определенных финансовых целей я уже себе тогда разрешу на эту тему более так подробно рассказывать, общаться, чтобы сознанием дела, скажем так, говорил. Вот поэтому к концу года, вероятнее всего, ты рассчитаешься с долгами, и к концу года, вероятнее всего, ты уже начнешь накапливать деньги и задумаешься о инвестициях. Важно, чтобы было понимание, что лудомания – это тоже вредная привычка. Потому что ты не сможешь, конечно, ни накапливать, ни рассчитываться с долгами в случае, если у тебя
вот эта черная дыра все-таки останется. К черным дырам я приравниваю ставки, опять же, лудомания, игромания, да, игровые автоматы. Это все одно, да. Алкоголь, наркотики, сигареты. В общем, все то, что у тебя забирает много денег. Да, хоть много-немного, это не важно, все то, куда ты сливаешь бездумно деньги. Если хоть что-то из этого всего останется, то, конечно, ты не отдашь долги и не сможешь накапливать ничего. Поэтому я же говорю, что все вредные привычки вот такого типа, как я перечислил, они убираются сразу. Но в данном случае лучше действительно будет инвестиция твоя, это войти в трезожники. Это самая лучшая инвестиция будет, потому что таким образом ты сразу проинвестируешь в себя и свои знания. Кстати, действительно, это пункт очень важный, это касается и повышения квалификации, карьеры и образования, что в первую очередь действительно инвестируй в свои знания, потому что это тот мультипликатор, который в будущем тебе даст x100, x1000. То есть, грубо говоря, ты $100 вложив в акции в S&P 500 за год прирастешь в 10%, то инвестировав в знания, купив какой-то курс или, допустим, купив вход в трезожники, ты за эти деньги сэкономишь себе в десятки раз больше, выиграешь больше жизненного времени за счет того, что поубираешь это от себя. И остальные, опять же, другие какие-то направления тоже туда инвестирую в свои знания, потому что это, 100% мультипликатор. То есть ты, вложив в себя $100, если это никакая не пирамида, никакая штука, которая приравнивается к лудомании, а именно образование, именно знания, то это точно, абсолютно точно принесет тебе обратку в виде твоих дивидендов, заработков, и за твою работу будут платить больше. Поэтому что мы имеем к концу года? Рассчитались мы с долгами. Если мы не рассчитались с долгами, а долги еще большие, то большую часть, я уверен, ты отдашь, и у тебя появится уже понимание, как рассчитаться с тем остальным, с той остальной суммой, которая останется, у тебя точно будет понимание. И представь, как у тебя каждый день, когда ты живешь, рассчитываешься с долгами раз в месяц, в зависимости от того, как у тебя приходят средства. Представь, как у тебя, как самооценка у тебя повышается, как ты себя прекрасно чувствуешь, как ты доверяешь себе, как ты уверен в себе. И я тебе скажу, ты будешь собой гордиться 100%. Шестая важная область – это развлечения и хобби. Занятия творческими увлечениями – это очень важно для развития. То, где ты можешь отвлечься и в то же время провести хорошо время. Это это важный такой пункт, вообще важная область, и если она не проработана, то появляются вредные привычки. Как раз таки за счет того, что мы не умеем жить, не знаем, как правильно это получать позитивные эмоции. Мы просто этому не научились, мы первее научились вредным этим привычкам, приобрели их, то в таком случае мы просто обесцениваем наши развлечения, наши хобби, потому что нам кажется, что это, пустая трата времени. Да, если я пью, это все понимают, что такое пью. А если я развлекаюсь, тусуюсь без алкоголя, как какой-то стрёмный тип или подруга кажется, да? Странно как-то. А хобби это вообще какое-то что-то странное, да? У человека хобби это как-то на богатом звучит. Какое-то такое, знаешь, я снимаю такую информацию, которая в обществе есть. Примерно так оно происходит. Но мы сейчас будем прорабатывать с тобой хорошенько эту область для того, чтобы было понимание, почему важно на это все фокусироваться. Значит, первое – это творческие увлечения. Опять же, я рассказывал, что ты будешь проходить в трезожниках челлендж 30 дней, и в нем будет момент, где надо будет
позадавать себе вопросы, чтобы разобраться, что тебе нравится, в каком направлении тебе хотелось бы пойти развиваться. Может, тебе флористика нравится, может, как там вокал, то, что ты хотела бы или хотел бы, но почему-то по какой-то причине не можешь себе позволить, потому что кто-то тебе как-то запретил и тому подобное. Может, в детстве чего-то хотелось. Вот это нужно попробовать. Это обязательно нужно попробовать. Может, оно тебя зацепит. Футбол, танцы, бокс, может, прогулки. Такое тоже может быть. Спорт. Я бы по спорту, опять же, тестировал. Может, у тебя сразу есть мысль, чем тебе заниматься. Если такого понимания нету, тогда следует просто прогулки добавить в свою жизнь. Прогулки на природе, вот, на улице. Движение, какое-то движение, это очень важно, потому что прочищаются мозги, тело функционирует как нужно, особенно если у тебя сидячая работа. Поэтому как минимум следует начать с этого. Отдых и развлечения для поддержания эмоционального баланса. Вот мы это игнорируем и не придаем никакого значения этому, а потом спрашиваем себя, почему я себя так плохо чувствую, почему у меня нет энергии. А оказывается, для этого нужно что-то предпринять, чтобы у тебя был эмоциональный баланс такой позитивный. Но для этого нужно что-то сделать. Баня, там, опять же, какой-то спорт. То есть просто нужно попробовать в этом направлении поработать. В основном, как у нас происходит? Мы делаем так, работу нужно найти для того, чтобы выживать, а погулять, пойти с друзьями, сделать то, что делаете вы каждый день, ничего позитивного, как-то просто убить время. Вот. А здесь в данном случае уже не так. Тебе необходимо над этим не то чтобы заморачиваться, а просто позадавать вопросы, чего тебе хочется. На экскурсию пойти, в музей пойти, почитать книгу на природе, может, дома, и тому подобное. То есть вариантов масса, я вот акцентирую на это внимание, это очень важно. Это очень важно, это именно в том числе из-за этого, потому что этот момент не проработан. Тебе кажется сейчас, что это очень как-то сложно и непонятно, но просто подумай, как мы планировали там какие-то посиделки новогодние. Люди же за несколько недель уже начинают там думать так, а какой там будет стол, какую выпивку и тому подобное, где это все будет происходить. Вот, по сути, все то же самое. Знаешь, как на самом деле происходит? Люди в реальности готовы тратить там все свои стратегические усилия на то, чтобы прорабатывать то, как они будут на празднике вредить своему здоровью, убиваться, портить себе жизнь, но они не готовы инвестировать все те же самые усилия в том, чтобы перестроить как-то свою жизнь и изменить ее в лучшую сторону, где будет действительно то, о чем они мечтают. И вот это уже больше, даже не больше, это уже напрямую влияет на жизнь твоей мечты. Проработав хотя бы вот эту вот область, я думаю, ты приблизишься к жизни своей мечты, но, может, даже вплотную подойдешь, потому что это действительно то, где ты будешь получать напрямую позитивные эмоции. Какие-то там путешествия, да? Может, ты хочешь как-то поменять свою жизнь и там связать ее с путешествиями. Тоже ж интересно. Позитивные эмоции будут ли там негативные эмоции? Будут, но ты будешь соблюдать баланс. Вот. Поэтому развлечение и хобби — это такой момент, который важно прорабатывать. Это не про то, как, знаешь, в детстве там типа не балуйся, да, там и взрослые видят, как ребенок там смеется, там как-то активничает, он не балуйся, да, вот эта штука, она же с детства нам идет, и для нам начинает казаться, что любое развлечение и хобби, любая позитивная какой-то момент, какая-то энергия, это плохо, потому что надо, чтобы было
тяжело все и по-серьезному, вот серьезным лицом. Важно это все сделать с серьезным лицом, потому что ты дядя или тетя взрослая, понимаешь? Что за бред? Ну, бред же ж. А тут ты просто поймаешь вот этот кайф от получения классных эмоций. Пойдешь там в театр, а там кайфово, кто-то там так классно играет, да, может, пойдешь там на балет, может, пойдешь на экскурсию какую-то, а может, просто пойдешь какую-то изучишь, какую-то историю и пойдешь там погуляешь, да, в той местности, которую ты историю изучишь. Вот. И ты поймешь, что почему ты раньше этого не делал или не делала. Это же так просто и так доступно. Вот. Вот так. Поэтому к концу года у тебя уже будет такой список, понятный для тебя, что тебе нравится, что тебе не нравится. Ну и тоже очевидно, что то, что не понравилось, убираем. То, что нравится, оставляем. И в итоге у тебя такой окажется, хороший такой список твоих любимых развлечений и хобби, что тебе нравится. И за счет того, что ты добавишь свой рацион месячный, да, то ты будешь понимать, что ты будешь ждать этих дней, когда будет вот это что-то кайфовое происходить. Поход в кино и тому подобное. Классно же? Конечно, классно. Будут ли у тебя позитивные эмоции оттуда? Абсолютно точно. А иначе зачем это все? Таким образом у тебя появится тот источник позитивной энергии, который тебе кажется, что его не существует в реальной жизни. Вот. Поэтому эту область прорабатываем, собственно, как и все остальные, очень хорошо. И если ты в действительности решил или решила поменять свою жизнь, то эта область для тебя, просто окажется джокером. 7-я область жизни — это духовность и самосознание. Значит, первое — это самопознание. Это то, о чем, собственно, все это видео, то, о чем мы с тобой сейчас общаемся. За счет того, что сегодня такой большой объем информации на нас летит со всех источников, социальные сети, сайты, разные новости и тому подобное, мы даже не подозреваем о том, что мы просто перестаем думать. Мы находим какого-то блогера, какую-то личность, начинаем ее слушать и начинаем думать так, как он. Не принимать самому решение. Заметь, я тебе сказал, возьми ручку, листик, пиши свои мысли. Очень важно, чтобы в этом всем главную роль отыгрывал ты или отыгрывала ты, потому что это все про тебя, про твое «я». Понимаешь? То есть ты сейчас узнаешь себя, не меня, а себя. Я фоново что-то бла-бла-бла-бла-бла-бла, а на самом деле ты слушаешь себя. У тебя возникают какие-то картинки, вырисовывается какое-то видение. Но это все про самопознание. Это все про тебя. И весь этот год, будущий, это все про самопознание. Будущее и все последующие годы. Никогда не заканчивай это делать. И никогда не останавливайся, никогда не делай перерыв. Просто будь жадной настолько до самопознания, для того, чтобы понимать себя. Ты будешь понимать со временем, вот в разрезе года, ты точно придешь к тому моменту, если у тебя до этого не было, придешь к моменту, когда ты будешь понимать, это мне не нравится точно, вот это не нравится, вот это не нравится, вот так себя со мной не веди. Вот мои личные границы, вот моя личная граница, вот мое личное пространство. Ты можешь со мной общаться в рамках моих личных границ, в моем личном, не посягая на мое личное пространство. То есть ты начнешь вот это все понимать и осознавать, что это такое.
Ты будешь понимать, как это, когда нарушаются твои личные границы. Да? Как это так? Что это такое? Вот это ты начнешь все отслеживать. Но это все кроется у тебя внутри. Может казаться, что этого нету. То есть это как, знаешь, как опция, которую надо пойти купить в магазине, потому что этого у тебя нету. Да, есть дорожная карта, например, как я говорю, за трезожники, где есть все прорисовано, прописано до определенного этапа, где тебе закладывается фундамент, где ты по этому всему идешь, где в какой-то момент ты просто органично выходишь в режим свободной жизни. То есть нет задачи тебя привлечь, там, создать какую-то секту, и чтобы в этой секте там все находились. У меня наоборот, у меня основной посыл: ты станешь независимым от всех вредных привычек, от социальных сетей, в том числе от чатов и тому подобное. Так оно и происходит. Спустя год большинство людей, которые в трезожниках, большинство людей уже не такие активные. Потому что они уходят заниматься своей жизнью. И правильно, и нечего в этих чатах сидеть. Пожалуйста, приходи раз в какой-то период, это приветствуется, я только за, пиши о своих достижениях, мотивируй себя, мотивируй других, это только за, это, конечно, это с удовольствием. Но висеть постоянно в чатах, зачем менять одну вредную привычку на другую вредную привычку? В этом же смысл. Смысл в том, чтобы создать тебе оптимальные условия для того, чтобы ты пошел в жизнь. Жить жизнь. Не сиди в этих чатах, иди жить жизнь. Понимаешь? И вот сейчас мы пробиваем стену, которая сформировалась между, значит, тобой, твоим «я». Это одно целое, но, собственно, когда мы надеваем на себя маски и пытаемся чему-то соответствовать, вот у нас возникает барьер между нашим «я» и вот нашим сознанием, да, то есть мы пытаемся чему-то соответствовать, а наше внутреннее «я» говорит: нет, я хочу вот так. А если мы это игнорируем, мы потом пожинаем плоды соответствующие. Самопознание — это ведение дневника, это трезожники. Ведение дневника очень важно. Собственно, как и трезожники очень важны. Ты можешь, конечно же, пойти сам или сама дальше в этом всем вариться. А зачем? Зачем? Это же глупо, когда есть четкий пошаговый план действий, который иди, приходи, выполняй первый этап, второй, третий, четвертый. На первом этапе ты вступительные видео слушаешь, смотришь. На следующем этапе ты выстраиваешь фундамент, берешь дневничок и отвечаешь на список вопросов. Собственно, проходя это, ты получаешь фундамент. Затем, после этого, ты попадаешь в челлендж 30 дней. Каждый день ты получаешь задание. Очень простое задание. Выполняешь это задание, и так постепенно проходит 30 дней. Потом ты на выходе получаешь, по сути, фундамент, на который ты опираешься. Основа. Вот основа, на которую ты опираешься, и она железно-бетонная для тебя, потому что она выстроена из твоих убеждений, из твоих ответов, из твоих желаний. Также ты получаешь 30 дней. 30 дней, которые инвестированы в твою новую жизнь. Это такой, знаешь, дается фундамент со стенами, если по аналогии с домом говорить, и с крышей, в котором уже можно жить дальше. То есть ты дальше уже понимаешь, как двигаться, и приходишь ежедневно в чате, отписываешься, делишься своими ощущениями, отписываешься. Если вдруг возникают какие-то вопросы, я поддержу, либо участники наши поддержат. Все, и тем более там история всего там просто за годы уже это все собрано, кто как, то есть ты можешь в историю полезть, посмотреть, у кого как это происходило, кто с какими сталкивался проблемами. То есть, представь, это на самом деле дорожная карта, по которой двигаешься, и точно понимаешь, что, следуя вот этому, ты получаешь, 100% результат. То есть, знаешь, эта ситуация даже не такая, как, возможно, может быть,
у тебя получится, а может и нет. Неизвестно, какие там будут обстоятельства. Да тут 100% получится. Просто выполняй то, что есть, не придумывая велосипед. У нас мозг как думает, да? Думаю, а может я сделаю как-то по-своему? Да нет, вот так не надо делать. Просто сделать так, как я предлагаю, как получилось у меня. Я же тоже не... Как я к этому пришел? Я на протяжении многих лет пытался убрать от себя вредные привычки. У меня не получалось. Я пробовал убрать алкоголь, оставив сигареты. Не получалось. Сигареты притягивали алкоголь. Я начинал больше курить, и в какой-то момент появлялся на горизонте алкоголь. Я пробовал наоборот. Я пробовал там с долгами, то же самое у меня ситуация была. Ну, в общем, я все перепробовал и 21 день там не курить, не пить, а потом оно все равно как по накатанной еще и больше начинается. Я пробовал там ставить пометочки всякие. Ну, то есть я накапливал весь этот опыт. Я смотрел, что работает, что не работает, что работает, что не работает. То есть, дав мне тогда вот этот опыт, я бы просто сэкономил себе больше времени и там потратил бы это время и силы на что-то другое, понимаешь? Когда я начинал, мне тогда не подходило ничего. Я не хочу говорить ничего там про разные методики, но просто все, что там было, мне не подходило. Не подходило, не мое. Вот не мое. Я про то, чтобы каждый создавал свою методику, потому что я смотрю, у всех одинаковая закономерность. Каждый в итоге приходит к своей трезвости, к своей чистой жизни по-своему. Одного послушаю, у него одно, второго послушаю, у него по-другому, у третьего, я увидел там закономерность у этого всего есть. У этого всего есть закономерность слушать себя, задавать правильные вопросы, следовать накопительно идти по достижению там определенных целей своих. То есть я вот это все вместе собрал, и оно сработало. И я перестал мучиться, я убирал вредные привычки от себя, я кайфовал. Я кайфовал тогда. Да и сейчас я, собственно, конечно же, безусловно, кайфую. Но сейчас это абсолютно другая жизнь. Я сейчас говорю тебе как про другую жизнь. Я тебе честно скажу, мне для того, чтобы погрузиться вновь туда, вот там, как происходило, мне для этого необходимо время. То есть мне, на самом деле, так легко, я не могу вспомнить, что там происходило. Конечно, это для меня там стресс был определенный. Безусловно, 100%, по-другому никак. Но для меня, я вхожу в этот режим, и только тогда я могу так по-честному об этом всем говорить. Поэтому совокупно оно все сработало, и за основу всего это внутреннее ощущение себя и, собственно, самопознание. Вот это вот основное, без этого никуда. Когда ты научишься убрать от себя вредные привычки, перестроить жизнь и пойти дальше, ты в любой проект можешь зайти, в любую тему абсолютно, потому что ты уже понял принцип, как это работает. Ты понимаешь, как это работает, понимаешь? И в бизнес любой пойдешь, в любую сферу пойдешь, ты уже знаешь, что нужно делать. Вот. И в данном случае ты в конечном счете приходишь к своей методике, к своему пути. Твоя методология выработается в этом всем. Основана сугубо на твоих самопознаниях, на которые ты будешь ориентироваться. Ведение дневника, чтобы ступора у тебя не было относительно там, как правильно писать, а как неправильно писать, там все достаточно просто. Ты открываешь дневник, берешь листик, ручку, как я тебе в самом начале сказал, и просто пишешь. Ты в какой-то момент начнешь писать что-то связанное, и ты таким образом сможешь анализировать. Самоанализ. Даже если не получится писать что-то связанное, это все равно будет помогать, потому что ты будешь фиксировать. Это очень важно для мозга, фиксировать что-то на листе с бумагой. Таким образом ты можешь со стороны посмотреть на ситуацию так или иначе. Это очень важно, потому что есть моменты, когда ты сидишь, думаешь, что-то ступор какой-то, и непонятно, что делать и как, а потом берешь листик с ручкой, начинаешь писать или рисовать, начинаешь как-то переносить свои мысли на лист с бумагой, и такая ясность возникает, понимание, а это сейчас очень важно. Сейчас момент, ситуация, когда есть вот это вот
разъединение тебя со своим «я». Понимаешь, о чем я говорю? Когда все-таки есть вот непонимание, ты не слышишь еще, не научился или не научилась слышать. И вот сейчас важен этот контакт. Важен этот контакт, чтобы ты в унисон двигалась или двигался. Ну и, конечно же, поиск смысла жизни и развитие внутреннего равновесия. Вот внутреннее равновесие — это то, собственно, к чему мы стремимся сейчас все это время, общаясь. Да и в целом это задача на всю жизнь. Баланс. Самое важное — это во всем баланс. Когда чего-то слишком много, это чересчур уже. Это уже плохо, это уже нехорошо. Вот, поэтому важно соблюдать, во всем баланс. Согласись, да, если ты любишь что-то конкретное, да, какую-то там пищу, допустим. Если ты очень много съешь, тебе будет плохо. Да, если ты будешь постоянно очень много это есть, ты со временем на это не сможешь просто смотреть. А поиск смысла жизни, безусловно, смысл жизни у всех, он свой, у всех по-разному. Но главный компас этого смысла жизни твоего, он внутри тебя. Вот, собственно, опирайся на себя, слушай себя, ты не прогадаешь. Как я уже говорил, оказавшись даже в глухом лесу, непонятно, где вообще цивилизация, но придя туда по зову внутреннему, ты будешь себя лучше чувствовать, чем в безопасности, там где-то в квартире в городе. А пойдя туда, ты обязательно найдешь там смысл. Для чего это, почему так, ты понимаешь. В данном случае, когда ты занимаешься собой, ты точно никогда не проиграешь. Точно. Абсолютно точно. Что мы имеем по факту? По факту мы имеем на сегодняшний день 7 областей. И относительно последней 7 области, да, к чему ты в итоге придешь спустя год, это точно будет намного раньше, но если брать фактически год, то конец года, да, то ты придешь к пониманию, что такое равновесие твое конкретно внутреннее. Ты начнешь уже подходить к тому, чтобы описать для себя смысл жизни. Он у тебя будет сегодня вот такой для тебя смысл жизни, а спустя год будет вот такой определенный. И это нормально. Это нормально. Мы живем, мы развиваемся, у нас меняется мнение, у нас меняются вводные данные, и это нормально. Но когда ты живешь с пониманием того, слыша себя, то, как я уже сказал, здесь нет проигравших, здесь только вин-вин. И относительно внутреннего понимания себя, ты уже будешь абсолютно на другом уровне. И там ты уже будешь дальше смотреть и будешь понимать, в каком направлении тебе дальше следует двигаться. Но спустя год я тебя попрошу в трезожниках написать обязательно свой опыт, который ты приобрел или приобрела, потому что это будет мотивация для других людей, которые будут на том этапе, на котором ты сейчас находишься. Что мы в итоге имеем? Мы в итоге имеем 7 областей. 7 областей я перечислю. Первое — это здоровье. Второе — это карьера. Третье — это личные отношения. Четвертое — это образование. Пятое — финансы. Шестое — развлечения и хобби. Седьмое — это духовность и самосознание. И это топовые области, которые важно прорабатывать. Их больше, но это самые важные. Это вот такие самые важные области, в которые следует в ближайший год тебе направить свой фокус. И я тебе хочу сказать, если ты сейчас в начале пути, то я тебе скажу, что ты на верном пути. Ты правильно все делаешь. Ты слышишь себя, ты себя услышала себя. Действительно, ты правильно делаешь выбор. Если тебе действительно нужна дорожная карта, пожалуйста, в ссылке в описании перейди, найди удобный для тебя способ оплаты. Если вдруг не получится, напиши мне в Telegram.
Там все написано, и думаю, ты разберешься. Если не разберешься, пиши мне, подберу оптимальный для тебя способ оплаты. Проинвестируй в себя. Проинвестируй в себя, не пожалей. Вот просто не поленись. Вот не поленись, и ты не пожалеешь об этом. Еще никто не пожалел. Вот, знаешь, я видел тех, кто в действительности мог это сделать, но почему-то он решил это не сделать. Ну вот посмотри, там видео мое на канале есть про дно. Я там рассказываю как раз о том, что ты подходишь к вот этому моменту, вот, который вот сейчас, который происходит, раз в какой-то период. То есть ты в следующий раз можешь прийти к этому через 4 года, через 5 год. Когда обстоятельства определенным образом будут складываться, ты только тогда придешь. Вот сейчас это пришло, вот сейчас эти обстоятельства сложились. Воспользуйся этим шансом. То есть это самая вообще крутая инвестиция, которая у тебя за последнее время есть, это инвестировать в себя. Я могу много перечислять, почему тебе действительно это нужно сделать. Ты можешь, опять же, перейти в трезожную историю, почитать отзывы людей, посмотреть, и это же будут, собственно, твои отзывы в будущем. Точно так же будет все происходить. Плюс я собираю сообщество сильных людей. Тех людей, которые добиваются в жизни поставленных целей. Эти люди мотивируют других людей. Я настроен на долгую. Я настроен на всю жизнь. Я хочу всю жизнь это сообщество. Накапливать, собирать людей. И я буду с каждым годом повышать планку входа. Сейчас это определенная стоимость. После Нового года это будет выше. И сейчас будет казаться, что может показаться дорого, но через год, через 2 это будет очень дешево казаться. И так будет постоянно, потому что я настроен на то, чтобы это сообщество жило как можно дольше. Если повезет и получится, чтобы оно жило даже после моей смерти, это будет прекрасно, конечно. Потому что я считаю, те мысли, ту мотивацию, тот настрой, который мы несем, наше сообщество, каждый участник этого сообщества заслуживает на то, чтобы люди это видели, чтобы люди этим мотивировались. И мне кажется абсолютно точно, если продукт на сегодняшний день стоит столько, сколько человек там прогуливает за день, за 2 дня, мне кажется, это вопрос, конечно, стоит поднимать цену для того, чтобы увеличивать порог входа, чтобы приходили те, кому действительно это нужно, потому что действительно кому это нужно, ему вообще не важно будет, какая цена, он будет понимать, что это последний его шанс. Вот. А остальные просто в сообществе будут мешать другим. Поэтому мне важно, чтобы сообщество было у нас сильное. Если ты считаешь, что это сообщество для тебя, welcome, пожалуйста, заходи, с удовольствием примем тебя. Ты никогда не проиграешь, следуя своему внутреннему компасу. Только ты знаешь, как быть в той или иной ситуации. Только ты знаешь, как правильно. Неважно, кто как думает, что ты должен себя вести определенным образом, это абсолютно не важно. Основа всего являешься ты. Ты сегодня проделала огромную работу. Просто молодчина. Похлопай себя за это по плечу, поблагодари себя за это. И создавай себе вот такие вот ситуации, когда ты работаешь над собой, слушая себя как можно чаще и больше. Вообще, в идеале, никогда не выходи с этого состояния. И как можно дольше и больше находись в этом, потому что это и есть ты. Это, собственно, то, ради чего ты живешь. Будет хорошо тебе, будет хорошо всем окружающим. Они будут тобой мотивироваться, будут радоваться с тобой. Но если будет плохо тебе, будет плохо всему окружению. Всему окружению будет плохо. Я верю в тебя, я верю, что у тебя все получится, если ты будешь слушать себя. И ты просто не имеешь права в дальнейшем больше игнорировать свое «я». Никогда ты не проиграешь, следуя своему «я».
До связи.